В 60-70-х годах прошлого века на территории Абхазской АССР начались геолого-разведывательные работы, целью которых был поиск мест возможного залегания нефтяных месторождений. Бурение поисковых скважин продолжалось в Советской Абхазии вплоть до 90-х годов. Практически все разведывательные скважины были законсервированы либо ликвидированы, а сохранившаяся документация об итогах этих изысканий не дает полной информации о том, есть ли в Абхазии промышленные объемы нефти и газа. С тех пор интерес к этим скважинам возникал периодически и также стихийно угасал. К сожалению, такой подход негативно сказался на состоянии этих сложных объектов, требующих систематического наблюдения за их техническим состоянием и целого ряда мер по обеспечению их экологической безопасности. В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона Республики Абхазия о недрах 16 мая 2014 года Государственным управлением по геологии, геодезии и картографии Республики Абхазия компании Апсны Ойл была выдана лицензия номер 96 на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья. В соответствии с лицензионным соглашением на скважинах Очимчира-2, Очимчира-3, Очимчира-4, Окумская-1 и Окумская-2 компания Апсны Ойл должна за счет собственных средств поддерживать ликвидированные и законсервированные скважины в надлежащем техническом и безопасном для экологии состоянии. Реликвидация – это повторная ликвидация и консервирование скважин, которые были пробурены в 70-е годы. В силу того, что уже многие годы никаких действий здесь не производилось, защитные саркофаги разрушились, и все это нужно возобновить. Все это компания будет делать за свой счет в соответствии с условиями соглашения. Независимо от того, что работы по геологоразведке согласно лицензии не были возобновлены, компания готова в полной мере выполнять остальные возложенные на нее обязательства, подчеркнул Олег Лакоба. Работы по реликвидации поисковых скважин достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Только подготовка проектной документации обойдется компании в миллионы рублей. Это достаточно дорогостоящее мероприятие, но это часть наших обязательств перед государством в комплексе и часть обязательств компании, которые прописаны в соглашении и в лицензии, которая нам выдана. Мы просто обязаны это сделать. Все вышеперечисленные работы будут проводиться под строгим контролем экологов, поэтому по инициативе руководства компании Апсны Ойл на место расположения нескольких законсервированных скважин выехали специалисты во главе с председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Савелием Читанава. В начале инспекционной поездки комиссии были осмотрены скважины Очимчира-3 и Очимчира-4. Одна из них по причине изменения русла расположена на островке посреди реки. Данная скважина была пробурена в 70-х годах для поиска нефти и газа и сразу же была ликвидирована. В то время это была суша, берег. С годами землю подмыло, русло сместилось. И сейчас она получается у нас по центру реки, можно сказать, в аварийном состоянии. В рамках наших лицензионных обязательств мы планируем подготовить проект на ее ликвидацию и привести ее в соответствие с требованиями безопасности. На данный момент она полностью герметична, визуально опасности не представляет, но мероприятия по проведению соответствия с требованиями провести надо обязательно, чтобы в будущем не произошло никаких инцидентов. Работы усложняются тем, что прямой доступ к скважине Очимчира-3 закрыт. Однако, по словам специалистов, будет разработан проект мероприятий по расчистке участка русла реки и, возможно, берегоукреплению. Что касается второй скважины, которая расположена неподалеку, то она пока находится на суше и при весеннем паводке не подтопляется. Там только работы будут произведены с требования самого устья. Бетонная тумба будет восстановлена. Табличка, ограждение, чтобы случайно, потому что у нас природа побеждает, все зарастает, чтобы случайно никто ее не сбил, не снес, ничего не произошло. Почистим, оградим и восстановим репер на скважине с бетонной тумбой.
Затем специалисты отправились на осмотр еще одной скважины – Очимчира-2. По словам Савелия Читанава, здесь также необходимо выполнить работы по восстановлению защитного саркофага, и экологи будут контролировать этот процесс. По истечении времени технологическое устройство по закрытию скважин пришли в негодность. На сегодня настало время, чтобы обезопасить эти скважины от нежелательных каких-то процессов в будущем. Надо произвести реконструкцию и по консервации, и по необходимой технологии. Это заливка бетонной подушки или бетонного саркофага с последующим выводом для контроля газоистечения. Мы с вами проходили, посмотрели там в русле реки скважина. Доступ к ней, как вы видели, ограничен. Соответственно, нам необходимо будет подготовить проект по доступу и последующей технологической обработке. Соответственно, вот этот проект будет представлен нам в экологию на экспертизу. Мы подвергнем экспертизе, и потом только они начнут под мониторингом или под надзором нашим. Это будет подконтрольно все. Все работы будут производиться в соответствии с разработанным проектом, согласованным с Госкомитетом по экологии и военизированной противофонтанной службой Министерства энергетики Российской Федерации, подчеркнул Олег Лакоба. К проектированию этих мероприятий будет привлечена российская организация проектная, которая имеет соответствующие компетенции и знания в этом вопросе. Также по регламенту здесь должны присутствовать специалисты военизированного противофонтанного отряда. Это такая российская организация, которая занимается охранными мероприятиями в случае каких-то ЧП на скважинах действующих или уже ликвидированных. Это необходимая мера безопасности, которую мы обязаны предпринять для того, чтобы избежать каких-то неожиданностей при проведении работ. Как подчеркнул Олег Лакоба, данный процесс необходимо было возобновить, потому что состояние ликвидированных и законсервированных скважин вызывает опасения у руководства компании, а обязательства по поддержанию их в надлежащем состоянии прописаны в лицензионном соглашении. Напомним, что лицензионная деятельность компании «Апснеойл» была приостановлена на время работы парламентской комиссии по вопросам экономической эффективности и экологической безопасности, геологической разведки и возможности добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Мы решили начать с каких-то первоочередных мер, которые, на наш взгляд, сейчас просто необходимо произвести для того, чтобы избежать каких-то негативных последствий, которые могут произойти на законсервированных скважинах. По всем остальным вопросам, спорным, волнительным для общественности, мы будем, конечно, все это обсуждать и с представителями парламента, и с общественностью. По крайней мере, информация будет доступна. Работы по реликвидации скважин планируется начать после утверждения и согласования проекта с Государственным комитетом по экологии Республики Абхазия. Гугуца Вардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.